Читаем четвертую главу книги Откровения Иоанна Богослова. Если предыдущие три главы они были посвящены первому явлению Христа и посланию явившегося Христа Спасителя семи церквам, то вот эта глава уже начинает цикл всего остального откровения. Откровение состоит из нескольких частей. Начинается целая цепь видений, и цепь видений начинается сверху. Вот интересно, что в нашем в обычном представлении, как у нас обычно люди делают, да, говорят, у вас есть обычный мир, да, вот из него исходя мы докажем существование Бога, придем к Богу, да, и таким образом вот в этом наша цель. Даже, например, римокатолический храм посмотреть, они действительно устремлены кверху, да, вверх стремятся. А Библия исходит из другого. Для Библии Бог данность. Вот интересно, что самые первые строки Библии не доказывают существование Бога. Бог там уже данность, так? Вначале сотворил Бог небо и землю. То есть Бог есть уже такая данность, которая не нуждается в обсуждении и доказывании. Для Библии доказывать Бога глупое занятие достаточно. То есть человек, который не признает существование Бога, он сумасшедший. С ним разговаривать незачем. Причем сумасшедший не просто, а как сумасшедший, потому что его поведение крайне безнравственное заставляет усомниться в его интеллектуальных способностях. Там речи безумен из сердца своем есть Бог, раствешая междившийся в начинаниях, не старе водостыд, есть до единого. Да. 54-й псалом тоже поставит эти слова. Вот это не случайно, то есть для Библии реальность Бога, она настолько очевидна, что она не обсуждается просто. Причем это особенность не только Библии. Мне приходилось много читать работ разных древних авторов. Не просто работы, каких-то древних текстов. Там, мифология Древнего Востока, там, Шумер, Египта, Индия и других стран. Это интересно, что для них реальность богов, она тоже самоочевидна. Она не нуждается в доказательствах. Она есть просто. А вот земная реальность, она, пожалуй, в доказательствах иногда и нуждается. В объяснениях, по крайней мере. Вот. Даже для философов. Ранее для них тоже божество, оно первично, а более реально, а вот как раз-то земная реальность, она менее реальна, менее насыщена жизнью. И вот как раз, если мы посмотрим на Апокалипсис, он идет по этой же схеме мышления. Даже сейчас, интересно, вот там больше половины человечества именно так мыслит. Отец Даниил Гаинтора, основатель Индонезийской православной церкви, он говорил, когда мы с ним разговаривали, он говорил, что для него дико было узнать, что на Западе требуется доказательство существования Бога. И для него это настолько дичь полная совершенно. Он говорит, у нас там в Индонезии реальное существование Бога это абсолютно такая вещь, необсуждаемая, что называется. Да? Вопрос, кто Бог истинный, да? Каковы его свойства, каков он, вот это обсуждаемая реальность, да? А есть он или нет, это вопрос, знаете, уже если человек этот вопрос задает, он ставит себя вне пределов не только там приличного общества, но к нему относится так, знаете, дурному наглому человеку. Вот. Это как раз нормальное состояние всех древних цивилизаций, абсолютно всех. Вот. На самом деле атеистические цивилизации, они возникают крайне редко под влиянием определенных философских систем, разрушающих личность. Возникали атеистические цивилизации. Это, например, шаманская цивилизация. Цивилизация буддийская, цивилизация коммунистическая. Коммунистическая, демократическая, фашистская, триединая, да, цивилизация, которую можно условно назвать гуманизмом, да, гуманистическая цивилизация. Вот эти три цивилизации, шаманизм, буддизм и гуманизм, вот эти три цивилизации поставили бытие Бога вне рамок. Шаманы, причем знали существование Бога, но с ним сознательно не контактировали, потому что они знали, что делают это противно Богу. Причем интересно, буквально сейчас я общаюсь с одним человеком, который очевидно воспроизводит шаманский опыт. Удивительно. То есть то описание, которое я читал у шаманов, оно таким же человеком происходит сейчас. Когда некий дух пытается навязать себя этому существу человеку, да, и сделать его своим посредником.
Ты контактируешь, да? Да. Вот. И человек, собственно, таким образом отходит от Бога. Вот. И значит, буддийская цивилизация, она сознательно отвергла существование Бога. Собственно говоря, Будда отверг во многом не просто индуизм, да, он отверг именно идею личного Творца. Личный источник бытия хотя бы. Нельзя Творца даже, а личный источник бытия. Одно из главных направлений полемики Будды было именно полемика против существования Бога. Отсюда такое массовое распространение колдовства, да, в буддийских странах. Тибет, да, страшная заколдованность такая чудовищная, что врывает в духи. Вот. И, наконец, гуманизм, который отверг Бога, причем так стадий было несколько. Первая стадия – это отказ от признания его животворных энергий, которые становятся сотворенными, да, это по стадии Римо-католической революции XI века. Действительно, колоссальнейшая революция, просто даже не с масштаба того переворота, который произошел в мире в XI веке. Когда из-за введения филиоквия, да, в качестве догмата, Запад отказался от учения о нетварных энергиях, которые были еще даже в X веке. Но если человек понимает, что энергии нетварны, значит, получается, он как бы власти над ними, даже как бы, получить их, то есть он нетварный. Вернее, тварные, если они. Нет. То есть они более доступны для него. Нет, это что, получается, человек автономный. Главная идея не то, что в XI веке еще никто не пытался манипулировать Богом. То есть пытались обеготы, например, да, но с ними разговаривали по-другому, там, обычно. Они тоже аналогично делают, значит, там было взаимно. Вот, но происходит другое. Человек становится автономным существом, независимым от Бога, да? Бог неизвлекаем, да. Бог, как сказано, высшая цель человека – увидеть божественную сущность. Как раз догматически было обосновано. До сих пор западные христиане считают, что высшее наслаждение рая – это увидеть божественную сущность. Увидеть. Да? Но не приобщиться. Вообще разница считается. Низкая. Не толк низкая, да. Вот. Понятно, да? Ну, Потом возникает, поэтому возникает, собственно, отсюда возникает папизм. Понятно почему? Если Бог не будет тяжим, то это необходимо некий представитель Бога, чтобы как бараку, передающий волю, так? Ну, грубо говоря, шаман. Так жить. Вот интересно, я читал сейчас работу одного крестного знамени, там интересно такое представление, что с одной стороны, вот римокатолики воспринимают, да, как почему они крестятся так? Много патрум, филио, это спириту санто. Ну так крестятся они очень недавно, до 17 века только. До 17 века, до 16 века, 16 века, до Стыденского собора, с кодексом реформации. А до этого крестились обычно 3 пальцами. Так вот. На лоб, ну так, так и так. Есть даже специальный диктор, я Иннокентий III папа Римского, который в 12 веке, так вот, в 11 веке, да, в 12-15 веках регламентировал такое крестное знамение. Идет речь о чем? В одном случае человек, он как бы предстоит перед Богом, да, то есть со стороны Бога его кого-то крестит, да? Понятно? угу. А в другом случае Бог, он сопричастен к Богу. Поэтому соучаствует с ним. Понятно? Ну, когда крестите, так крестите. Поняли? Я крещу. А теперь приложите меня. Обратно. Понимаете? Обратно. Да, получается, да. То есть, получается, Бог внешне по отношению ко мне, понимаете? Возникает вот именно такое представление, даже которое в уровне крестного знамени, да, проявляется, входное крестное знамение. Появляется оно и в архитектуре, как готической, да, и вообще в этом. Очень интересно, на самом деле, разница какая. И тут возникает еще вопрос такой. Что первичнее? Для общения или с Богом необходимо участие церкви? Или вхождение в церковь необходимо, значит, вхождение в церковь возможно при общении с Богом? Вот вы как ответите? Что правильно? Еще раз. Вот вопрос такой. Первый тезис такой. Для общения с Богом необходимо быть членом церкви. Тезис второй. Для того, чтобы быть членом церкви, необходимо вступить в общение с Богом. Первый. Второй.
Крещение каким образом совершается? Духом Святым. Понимаете? Здрасте. Здравствуйте, батюшка. Помню, что. Вот. Вот как раз поэтому... Вот. Это очень интересный подход, понимаете? То есть вот православие по этому вопросу возникал у нас богоцентричный. Поэтому вопрос о крещении еретиков возникал, о правильности и так далее. Понимаете? Батюшка, вот я немножко еще можно вернуться назад, вот по поводу, каким образом филиофия как бы ограничивает человека от Бога. Ну, вот, или... Филиофия предполагает, что Дух Святой является даром. Они говорят, почему Дух Святой от Отца и Сына исходит? Потому что Он является вечным даром Отца Сына. И Сын дает этот дар ученикам. Ну, то есть, вот, то есть по аналогии с миром, да? Вот. Какой дар дает ученикам? Помните, Дух сказал, примите Духа Святого, кому оставите грехи оставятся, кому верите в веру. Вот какой он дар дает? Если мы скажем, что он дает саму личность Духа, так что она входит в собственной личности, происходит новый Бог воплощение, да? По этому пути шли западные мистики. Они говорили, что происходит, это богоплощение продолжается. Какая-то личность. Да. И поэтому Бог безличный. То есть воплощение во многих личностях возможно только при условии безличного Бога. А по-другому как? Или второй вариант. Богоплощение других личностей возникает при распаде личности. Поэтому, например, там Яков Бёме по этому пути шел, Свиденборг и так далее. Вот. Но римское католичество, естественно, это не пошло, то, что они все были переход в дома. Вот. И поэтому они, признавая уникальность богоплощения, они стали говорить о нетварных энергиях. О тварных энергиях, которые есть. Вот. Итак. Но потом следующий этап какой? Бог далеко, да? Человек становится автономным, это считаю нормально. Узда благодати, она была потеряна при их падении, но человек все равно остался человеком, каким он и был. Вот, растворен. Вот, то есть человек в нормальном состоянии, все его дела ненормальны. То есть он как бы, может быть, они могут быть противны Богу, но они все равно нормальные. Возникает гуманизм, то есть учение об неком отдельном существовании человека от Бога. В отдельном мире, да, от Бога. Он проявляет себя даже, например, как в живописи, очень просто проявляет себя, да. Вот натуралистическая живопись, реалистическая, это манифест гуманизма. Понимаете, вот икона, она очевидно иная, чем, да, наблюдаемый мир, так? Почему? Потому что икона говорит, что мир ненормальный. Так? А реалистическая живопись говорит, нет, мир нормальный. Понимаете? Вот, мир в нормальном состоянии находится. Получается, и обычное искусство, оно как бы проповедует сам мир. Ну, вытекает, она как бы не проповедует как такового, это не проповедует, это просто проповедение по определенному мировоззрению. Потом возникает представление, что мир, а вот тут возникает вопрос, какой мир он? Мир существующий, он или живой, или не живой? Да? Возникает учение о мировой душе. Оно очень было давно Кудунов, с этим магов, и оно очень сильно развивается в Возрождении. Вот первое учение, которое возникает, это учение о мировой душе. Возникает представление о мире как огромном такой живом существе таком, да, вот, который сам развивается, да, вот. Как бы и Бог здесь совсем бы ни при чем. Бог как бы становится самой этой душой, да. Бог сливается с миром, получается пантеизм. По этому пути пошли возрожденцы. Вот. И они именно так и учили, что мир он развивается сам. Вот. Против этого учения, кстати говоря, выступал последний из великих отцов Византии, Марк Эфесский. Вот. А потом, в противовес этому возникает другое учение, что мир не есть живое существо, мир не должен быть живым. Мир, дело в том, что в мире живым является только человек. Человек — это звучит гордо, человек — это тиран, да, это мера всех вещей, помните такие слова, да? Знание, сила. Это идеология какая, что если мир живой, значит человек в нем крупится. А я не хочу быть крупицей. Я же самое разумное существо во Вселенной. Об этом мы давно забыли. Да? Как же я могу быть крупицей мира? Поэтому возникает представление о мире как о машине, которым можно манипулировать, понимаете? С живым-то особо манипулировать невозможно, так? Вот. А
не живем спокойно. Возникает наука светская. Она им так возникает. Миру навязываются законы, которые действуют только для машин. В реальности, опять нынешний реальный мир, он не работает по этим законам. Кто знает физику и другие там, законы, знает, что по законам, по которым работают машины, там, камера, там, да, диктофон и так далее, мир не работает. Знаете, да? Может, все по другим законам. То есть вот эти законы, по которым сконструированы эти машины, они как бы являются для них мир — это частный случай искажения, неправильного функционирования этих законов. Скажем так. Флуктуация, то, что научно называется. Есть такая система из 10 флуктуаций. Он говорит, что есть мировые законы, то по мировым законам твердого тела быть не может. Знаете, да? Все должно быть жидким кристаллом. Тем не менее, существует твердое тело. По мировым законам, например, не может существовать материальная вселенная. Должны существовать только фотоны и нейтрино, и все. Потому что аннигиляция должна быть, вещества и антивещества, понимаете? По мировому закону не может существовать жизни. Ну, понятно, да? Непонятно. Почему может быть? Но это яркое нарушение закона второго закона термодинамики. Да. Это имеется в виду, что... Всякий процесс стремится к хаосу, так? Да, энтропия увеличивается. А вот Амазония растет. К хаосу не стремится, так? То есть хаос вокруг себя может делать, а вот к хаосу не стремится. Но это явное нарушение, да? Флуктуация, конечно, научно. Вот. Тем более флуктуация ненормальное существование является разумом. Понимаете? Все эти вот явления, там, таких разум, жизнь, существование твердых тел, существование звезд, планет, галактик, существование Вселенной является нарушением физических законов. Немотивированным, понимаете? Но эти физические законы, опять-таки, они реально существуют, объективны, или это... Вот эти вещи работают чисто по физическим законам. Но Но они работают только для них. Эти законы, они родились прежде в мысли человека? Нет, это... Или это действительно были открыты? Нет, конечно, они были открыты, безусловно, они не работали иначе. Если бы они были созданы человеком, человек не может творить. Получается, что эти законы являются частью того, что создал Бог. Да, просто как бы является частью и сильным упрощением того, что создал Бог. Искусственным упрощенный разум человека, да, опримитивленный, начинает из огромной сложности вычленять отдельный человек. Модель просто упрощенная. Упрощенную модель, да, создают. Ну, например, вот это старая история, да, вот вы знаете, что все два одинаковые, значит, тела одинаковые, разной массы падают к Земле с одинаковой скоростью, да, по закону. Ну, Галилей об этом писал. Ну, вы попробуйте бросить там, не знаю, пух из подушки, да, и гирю. Они с одинаковой скоростью к Земле полетят? Нет. Нет, понимаете? Ну, вообще-то в вакууме, да. В вакууме, а вы в вакууме где вы видели? Можно трубку откачать воздух. Это искусственное. Не, ну правильно, то есть... Они работают в искусственной среде, понимаете? Ну да, правильно. Потому что это является как бы то есть, условно говоря, упрощением. Кривая, которая кривая, да. Она на бесконечно маленьком участке, ее можно представить как участок прямой, правильно? Да. То есть физические законы, они не то, что они не существуют, они, конечно, существуют, но как сильное упрощение существующей реальности, скажем так. То есть именно к чему? То есть заслуга науки в том, что они смогли упростить достаточно, чтобы сконструировать хорошую технику. Поэтому у них, кстати, все получилось. Но когда пытались при помощи вот этих искусственных законов объяснить весь мир, это не сработало. А не могло сработать. Хорошая Да. форма прямой, она простая, она Да. легко описывает, легко работает на этом. Ну да. А это поди по ней кривой. Да, вот и все. Ну вот Да. можно сказать, что человек тогда является как бы вот Бог творец всего, а человек он как бы от Бога получил такой дар тоже творчество, да? И он этот дар как бы применяет, но в тех рамках, которые у него есть, да? То есть вот так можно сказать. Ну здесь мы идем речь о чем? Я просто рассказываю сейчас о чем. То, что как идет от ступени появления одной из 3 безбожных цивилизаций в истории мира. Вот. И наконец, как следствие, когда мир становится машиной, возникает представление о Боге как часовщике. Он сконструировал машину, да? А потом ушел. Это деизм называется. Это учение было общепринятым во всем в XVIII веке. Атеисты существовали и считались сумасшедшими тогда. Кто? Атеисты? Безбожники. Ну, потому что они не признавали законов физики, понимаете? Почему? Вот. Но при этом Бог реально в мире не было. То есть это фактически практически атеизм. То есть это не теоретический, а именно практически атеизм.
Бог не действует, в мире не вмешивается. Как бы наблюдатель смотрит со стороны. Он даже не наблюдатель, он ушел. У него свои дела. Отдыхает. Да, Это как вот день субботний, да, Да. покой. Да. То есть находится в покое. Да, ему у него свои дела, ему не интересно, что в мире происходит. Чудес, и именно тогда возникает состояние, то, что чудо является чем-то экстраординарным. Понимаете? До этого чудо было нормально. Как у нас полоса, и чудо до сих пор просто нормальное дело. Ну, исцелил человек, ну, слава тебе, Господи, исцелил. Ну, обычное дело. Понимаете? Да, но тем не менее отличают чудеса от Да, других да. действий. Это Да, это чем естественно. обусловлено? Ведь это раньше же было отличие. Значит, отличие было всегда, конечно, там есть ординарные действия Бога и сверхординарные. Вот. И, наконец, возникает следующее. А параллельно в магическом сознании развивалась вот эта идея о живой душе, которая в силу того, что Бог был выгнан за пределы мира, она была лишена разума, она стала неразумной. Мировая душа стала неразумной. И вот из этого представления о мировой душе, которая оживляет мир, но сама является неразумной, а не муди, так называемой, да? Это латыни, мировая душа. Вот, и которая сама развивается в этом мире, возникает явление того, что такое представление, что мир вообще сам появился. Благодаря чему? Благодаря саморазвитию. Машина сама сложилась, потому что в ней есть некая такая жизненная сила, которая сама ее сложила и проявилась максимально, конечно же, в науке. Это учение Лайля в биологии, да, об этих мировых эпохах огромных, да? То, что там Да. пласты. Эволюция в биологии, в этом теория Тейлора о развитии религии в социологии, вот, определенная, значит, соответственно, психология это Фрейд, да? Вот, Юнга и так далее. На уровне инстинктов. Да. Вот. И в конечном итоге получается, что то, что Бог оказался не нужен. Как Лаплас говорил, что я больше не нуждаюсь в этой гипотезе. То есть возникает, собственно говоря, представление, что мировая машина сама все сложилась. Таким образом, вот две ветки, они сошлись вместе. То есть ветка антимагическая, да, и магическая, они слились в экстазе, получилось то, что мы имеем сейчас. В результате сейчас постепенно вот эта магическая ветка, она уходит от этого, от немагического представления полностью. Вот в чем проявляется? Ну, в результате того, что новая наука, она там погибает фактически, на ее место приходит просто колдовство по научной терминологии. Это все. Всякие тибетские Да. технологии, там, Вот. медицина. Ответ на это дает православие же ответ очень простой. Вначале Бог. Вот как раз, собственно говоря, начало всех. Вот если были сначала первая часть Апокалипсиса была посвящена посланию 7 церквам, то есть повелению Бога, его воле по отношению к церкви, его повеление ко всем церквам, к 7, и выходится к всем остальным церквам, то теперь Иоанн переходит к описанию самого Бога как руководителя мировой истории, правителя. Итак, давайте перейдем к самому тексту. Какая глава? 4. После этого я увидел, и вот дверь, открытая в небе, и голос первый, который я услышал, как трубы, говорящий со мною и произносящий: «Взойди сюда, и покажу тебе то, что надлежит, что бы случилось после этого». Тотчас я сделался в духе, и вот престол располагался в небе, и на престоле сидящий. И сидящий был подобен видом камню яшме и сердолику, и радуга вокруг престола подобна видом изумрудной. Так, мы видим, что новый цикл видений, а там дальше будет 5 великих видений Иоанна, начинается с того, что он видит Бога. И он видит как его? Он видит, сначала он видит, что открыта дверь в небе. Образом этих дверей является что? Царские врата. По образцу именно этих дверей сделаны царские врата. Вот если мы сейчас читаем вот эту главу, мы с вами читаем описание первого образа, с которого скопированы наши храмы. Понимаете? Когда мы строим храм, мы что строим? Мы копируем небеса. Поэтому, кстати, великое доброе дело строить храм, да? Делаем как бы на земле филиал небес. А мы, с другой стороны, мы знаем, что мир, он устроен не так, как нас учит наука, да? Мир устроен очень сложно. Мир, он имеет множество, как бы, точек соприкосновения с другими пластами бытия. Так?
Вот есть злые точки, да, соприкосновения, там, где нечистые места различные, да, там, так называемые гепатогенные зоны, сейчас называют по-научному. Как говорит отец Анатолий, очень быстро гепатогенные зоны лечатся методом водосвятного молебна и чтения молитвы на храме служаемого духа. Практика действительно подтверждает это. Вот. Освещение квартиры — это Да. как раз вот этот метод. Да. И вот, но есть еще, есть места, которые связаны с иным запредельными мирами. Да? Это сам великий из запредельных миров — это с храмом Божьим, с домом Бога, с Богом, живущим за пределами всех пространств. И вот как раз место, где живет Бог, описывает здесь Иоанн. Одно из мест в Библии, редких, которые описывают полностью запредельный мир Бога. Те самые горние места, которые воспевает Давид, говоря там, что Бог, Он одевается светом, как ризы, да, простирает небо, как кожу, покрывает водами, привыспрения своя. Что это привыспрения? Как переводится? Вы читаете, слышите каждое всеночное день, да, вечерний каждый. Что значит привысприели? Не могу точно сказать. Горница. Верхняя комната горница, элементарно совершенно. Превыспрение, сверхвысокая. Высшая часть горница. Там-то помните слово горница. Вот небесная горница Бога, образом которой была тайная вечеря, поэтому которая совершила где? В горнице, да? Вот. Образом ее, вот ее-то и описывает здесь как раз-то Иоанн. И я увидел после этого, и вот дверь, открытая в небе. Дверь, открытая в небе, как говорит Андрей Кисавицкий, это дверь познания, дверь откровения тайн Божьих. То, что он увидел, это естественно чем? Естественно, будучи восхищен на небо духом своим, он увидел дверь познания. Но кто является дверью, которая открывает вход неба? Христос. Я дверь. Кто в мною войдет, то спасет. Поэтому и голос он услышал первый. Что это за голос? Эфони, проте. Не пройти. Это почтение, да? Христа голос. Да, тот самый голос, который в самом начале был, голос Христа. Тот же самый голос, он ему говорит: «Взойди сюда, и я покажу тебе, с чего надлежит случиться скоро». То есть, как Христос тогда из-за спины, да, руководил Иоанном, показывал ему видение, так вот тот же самый голос, как подобной трубе, повелевает ему подняться, взойти на небо и посмотреть, и увидеть тайны. Увидеть мировую историю, настоящую мы ее видим. Вот как вы думаете, по телевизору можно мировую историю в настоящем виде увидеть? Нет. Даже современность в настоящем виде не увидишь, так ведь? Даже реально вот... Реальные события. Вот. И даже, я думаю, сотрудники спецслужб, они по всей полноте не знают. Естественно. Вот. А вот все видно хорошо глазами Бога. Вот глаза Бога, они показывают все в настоящем свете, как все это происходит. Понимаете? Даже вот Гребенщиков правильно как-то сделал. Самое главное, не пишет в газете, а главное, молчит телеграф. Это правда. Самое главное, оно видно с неба. И через небо можно увидеть главное, а через землю не увидишь. И вот Христос, его голос подобен трубе. Там труба не просто стоит, а салпингос называется труба. Салпингос — это военная труба. Почему военная труба? Да, вот как раньше вот это было. Перечислил, там есть глава о трубе, серебряной трубы должны быть, которым должен трубить на начало похода великого, да? Так же, как вот Да. у нас колокола, да, правда, Да. с трубы. А в IV веке были трубы. Да, и билы были еще. Да. Нет, раньше, в IV веке, при императоре Константине, в храмах собирали трубы. Вот. Но потом они заменили на колокола. Тем же значением, конечно же. Вот. Но здесь как раз голос Бога подобен, голос Христа подобен трубе, потому что он говорит: пойдем, я покажу тебе свой великий поход. Да? Но поход должен начаться с чего? Я тебе покажу ставку, источник великого похода. Великий поход начинается за пределами всех небес. И тотчас я был в духе. И буквально не был, а именно я сделался в духе. Был, можно сказать, Бог, да, который всегда в духе было пребывает.
а он сделался в духе. Здесь стоит слово дух без определенного артикля. Поэтому наш перевод в духе с маленькой буквы это правильно. Что значит вот эти выражения? Вот бывает в духе говорится о Боге, да, Да. а бывает о человеке. И это разные Да. значения, да? Вот как, чтобы понять, вот когда о Боге говорит, что он в духе, когда о человеке, вот объясните разницу. Значит, когда Бог в духе действует, значит, он имеется в виду действует в духе третьей личности своей, да, третьей ипостаси Троицы, Бог Дух Святой. Здесь же сказано, что он был в духе, то есть он был охвачен даром духа, дар духа, его дар, его благодать, нетварная сила охватила Иоанна Богослова и вознесла его на небо. Он поэтому был в духе, В даре духа. в даре духа, да, в благодати духа, в нетварной энергии. Той самой державной мощи, о которой вчера говорили мы на занятиях. Державная крепость, могущество, которое Бог воздействовал во Христе и которым воздействует и в нас. Кто был вчера на занятиях, знает, да, вот мы толкуем сейчас послание к Ефесянам, как раз где-то описывается подробно все это. А вот Серафим Саровский говорил, стяжите дух мирен. Дух мирен, это вот об этом? Один из даров здесь. Как дар духа, да, имеется в виду? А в конце концов приходит и сам дух. Вот здесь говорится об даре духа. Он был в благодати, охвачен Духом Святым, и видел, и вот он увидел трон, располагался в небе. То есть интересно, что не сказано на небе, он сказано в небе. У нас перевели на небе. То есть он не поставлен на небе, понимаете, чтобы Иоанн здесь как раз-то говорит, нельзя думать, что трон Бога, он как бы является вот некоторой точкой материальной. Андрей Китайский говорит, то под троном Бога, а трон Бога это упокоение Бога во святых. Бог упокаивается во святых своих там и почивает в них. Вот в этом смысле все святые есть трон Бога, престол Бога. Бог на них восседает. Потому что не должен думать, что Бог, конечно же, имеет материальный трон. И в первую очередь, он, конечно же, троном Бога здесь является кто? Престолы? Да, там они называются троном. Троны по-гречески, престолы по-русски. Это выше английский. Да. А выше всех престолов троном Бога является кто? Выше престолов? Да. Не архистратив Михаил, а Пресвятая Богородица. Конечно же. Начисляешь херувимы, Да. Выше всех ангелов, да, на высочайший трон Бога, да? Поэтому сказано, престол славы превознесен, из начала есть место освящения нашего. Вот, как говорит пророк Иеремия. То есть, когда описывается видение престола, это просто как символ, да? Символ. Дело в том, что то, что видел он видел в реальности. Ну да, но это... Но все это описывает, но то, что он видел в реальности, и одновременно является символом. Почему? Потому что ту реальность в обычными глазами не увидишь просто. Не так. Это иной образ бытия, понимаете? Ее невозможно передать иначе, как символическим языком. Ну как он будет описать, да, там? Вот поэтому, например, там всегда говорится, как бы, да, подобно. Потому что невозможно адекватно передать это звучащим языком обычным. Образ только. Реальность не видит. Там видели видение, подобие, слава. Ну что такое? То есть они не могли видеть так, как видел Иоанн Богослов, или что? Они видели так, как видел Иоанн Богослов. Кстати, видение-то похоже, сейчас мы сравним это видение. Вот, но одна и та же реальность была, да, и похожим образом она передавалась. Но как, с чем это можно сравнить? Представьте себе, вот, вам нужно описать будет ультрафиолетовый какой-то, да, вы вдруг получили ультрафиолетовое зрение. Вам нужно будет описать то, что вы увидели в ультрафиолетовом цвете. Как это сможете сделать? Ну, условно говоря, просто слепому объяснить, что человек видит, так сказать, от рождения. Да, понимаете, да, то есть здесь все это будет описываться, конечно, какие-то слова, которые будут неточные, да? Но они будут не описывать реальность. Они будут, естественно, символическим языком описывать. Конечно же, поэтому и Бог-то, собственно говоря, не имеет собственных, вот все слова касательно Бога, они все имеют как бы человеческое, да, происхождение, по объективной причине. Вот Иоанн Богослов, он... Будет описывать реальность так, как она возможно передаваема. Как ее можно передать. А вот Иоанн Богослов, он видел это именно как саму реальность, вот полностью реальность, или же он видел Что именно... как он мог увидеть. То есть не так, как по идее потом все увидят, да? То есть еще... Нет, он увидел, дело в том, что нет. Самый настоящий вид реальности, как он есть на самом деле, все до конца никогда не увидишь. Да, вот я про это спросил. До конца реальность видит полностью адекватно кто?
Бог. Бог. Бог Отец, Дух Сын, Дух Святой. Ну так и не увидеть никогда. То есть даже Вот. в Царстве Небесном. Нет, увидит, но в какой все больше и большей мере, да. Но чтобы увидеть полноту, ну, необходимо иметь полное зрение, понимаете? А не как не. Бесконечность как можно. Да. До конца. Итак, да. Угу. Больше отказывайся. Итак, и увидел я, и что первое, что он увидел, и вот на престоле был, и на престоле он увидел сидящего. И сидящий был подобен видом камню яшме и сердолику. Он увидел некоего сидящего. Кто это? Это Бог Отец. И поэтому его вид описывается уже не как человек, совершенно ничего. Просто видно, что он сидит на престоле, да, восседает там, да? Каком образом восседает? Не то, что он там сидит там, ногами там, и так далее. Вот, а то, что он почивает каким-то образом на престоле. По-другому это просто не передашь. И облеск, вот, и его вид, он подобен какому-то, знаете, какой-то сверкающему зеленому там прозрачным камням, подобным драгоценным камням зеленого цвета. Идет речь о зеленой яшме, яспис. А вот да, здесь яспис. яспис написано, а вы читаете яшма, это одно и то же? Это одно и то же, только яшма из зеленого цвета, называется яспис. Вот. И сардис, и сердолик это одно и то же. Сердолик, он телесного цвета. Вот, он как бы подобен ногтю. Он одновременно подобен, он и зеленый, и такой вот телесный, да, но прозрачный. Вот поэтому сверкание телесное и зеленое, вот как бы вот такое вот, я увидел, можно так представить, что это было какой-то трон, на нем нечто восседало, переливающее такими зелеными, да, и телесными цветами. И все равно это сверкающий. Не истинный, как бы... Ну, подобный, так сказать. Подобие все равно. Так и сказано же подобие. И здесь мы можем для сравнения посмотреть на параллельное место, где было подобное видение в виде пророка Иезекииля. Вот эти два описания, они не в чем-то подобны, а в чем-то отличаются. Потому что не списывал один другого, да, а просто видели одну и ту же реальность. Вот Иезекииль видел восседающего таким образом. А над сводом, который над головами их, над сводом живых существ, который над головами их одного видел, Иезекииль, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. Интересно, то же самое видение видели на горе Синай 70 старейшин. Они видели место Божие, как бы камень, подобный как бы камню сапфиру, как самое небо ясное. Которые Септуагинту написали, переписали, да? Нет. 70 старейшин. 70 старейшин, которые были поставлены помогать Моисею судить. Ага. Причем интересно, подлинник говорит не просто камню, а обработанному кирпичу, сапфиру, как самое небо ясное. Причем сапфир кирпичом. Очень образ интересный, да? Кирпич сапфировый, да, такой прозрачный синий камень, да? Вот, причем ограненный, как такой огромный кирпич-то. Вот. Вот интересно, вот во всех описаниях вот именно такой образ. Причем, потому что святые, тут интересно, что вот это же видение видят те люди, которые видят душу, которая очищена от страстей. Если писать некая реальность, а именно душа действительно человека, который очистится от страстей, он начинает быть подобен на камень сапфир, как небо ясное. Начинает как-то светиться вот этим сапфиром, да? Вот душа приобретает собственное сияние, вернее, раскрывает собственное сияние. Дело в том, что человек по образу Божию сотворен, вы знаете, да? Значит, а у Бога-то есть свет. Вот. И поэтому человек, сотворенный по его образу, должен быть тоже таким светом. Да. Поэтому, кстати говоря, часто вот интересно, что отец Сафроний Сахаров говорит, что ошибка восточных религий то, что даже в том случае, если они не подпадают под демонические внушения, да, вот их йоги, их подвижники, они что делают? Они принимают за свет Бога свет сияния собственной души, понимаете? И они кланяются вместо Творца творению, понимаете? Это такая огромная ошибка духовная. Даже в тех случаях, когда они не принимают за свет Бога свет падших духов.
измерение души? Я думаю, что с физическими средствами, да, обман. Более того, это в фотошопе делается очень легко. А вот свет, вот вообще в принципе, ну как явление, это вот физический свет, да? Вот? Да. Он сотворен первый день. Ну, он сотворен в первый день, да? Да. Как Это, бы, это некий образ этого света. это, скажем, модель света Божия, что ли, получается? Не так? Да, образ света Божия. Образ света Божия, причем он самый низший из образов. Их несколько образов есть. Образ повыше человеческий ум, да? Еще повыше ангельский ум. Вот, наконец сам Бог. Первичный свет. Итак, дальше, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху его. Видите описание, насколько осторожное, да? Иезекииль дает. Как бы подобие человека. Даже тройное, да? Опять. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Таково было видение подобие славы Господней. Насколько аккуратно, да? Видение подобие славы Господней. Вот. И увидев это, я упал на лицо своей скамейки. И услышал голос говорящий, и он сказал мне: сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. Видите, почему Иоанн увидел? Смог стоять перед Богом, да? Потому что в него вошел дух. Он был в духе. Он уже был в духе, понимаете? И здесь Иезекииль был в духе, поэтому не смог увидеть это видение, подобие, понимаете? То есть там тоже дар дух, там не сам дух. Там дар. Тоже без артиклей. Да. Это не случайно. Сидящий подобие яшме седалику. Как говорит, вот эти камни не случайно употребляются. Стандрий Кисарийский и Арефа толкуют это место, говорят, что подобие яшме, потому что зеленоватый, это источник, что он переполнен жизнью, да? Он является первичной жизнью, жизнью, можно назвать его. Жизнь для тех, кто живет. И он называется также сердолику, потому что он человеку любит. Интересно, понимаете? Да. Поэтому и такое сравнение, да? И вокруг него что он видит? А можно еще вопрос? Да. Вот помните, Христос говорит: на 7 камней я церковь свою, да, ну, как раз создам. Вот это вот вообще сравнение с камнем, это он как бы себя имеет в виду. На всей скале, да, вот я создам, вот и здесь камень, как бы, да, это вот можно провести какой-то. Нельзя, потому что там разные слова стоят и разные имеется в виду просто. Разные, да? Идет речь об нем как о Богу-человеке, а не просто. То есть скала здесь имеется Бога-человек. Да, и Бог, и человек одновременно. А здесь именно Бог, божественное бытие вне зависимости от мира. И вокруг него радуга. Кай ирис, киклофен. Слово ирис, видите, стоит. Слово ирис наш, да, вот цветок, он происходит от радуги. Ирис. Да. Вот, и радуга вокруг престола подобна видам смарагдовой, изумрудной, то есть. Вокруг него как бы радуга кругом, да? Сияющая, да? Но она подобна изумруду. Почему радуга? Заветом связано? А вот здесь бывает. Где не бывает? Да, здесь именно, то есть, здесь именно бывает. Вот как раз вокруг трона и вокруг сидящего его окружает как бы радуга зеленого цвета. Кстати, это интересно, что на иконах спад в силах мы видим, да, вот как раз так, Господь именно, у нас здесь нет иконы, это жалко. Изображается в таком зеленом сиянии, да, Спаситель. А вот, ну, радуга, понятно, да, это знак конца потопа, знак того милосердия Бога, знак того, что больше ярость потопа не прольется на землю, да, знак милосердия Бога к людям. Вот, но здесь как раз мы видим, что вот эта радуга окружает трон Бога всегда. И вокруг престолы,
24. И на престолах я увидел 24 старца, сидящих, одетых в гемантии белые, и на головах их венки золотые. Так, он видел трон Бога, и вокруг 24 трона. Кстати говоря, кто был в алтаре, бывает в алтаре, но это в центре стоит трон епископа, да? Вот, а вокруг него, по бокам него троны для священников. А здесь сказано, я видел вокруг престола 24, и на этих престолах 24 по-гречески пресвитера. Буквально в смысле. То есть наша... 20 главы церкви. 24 пресвитера, 24 старейшины. Кто это такие? Есть разные мнения, но чаще всего понимают, что 12 патриархов Ветхого Завета, 12 патриархов и 12 апостолов Нового, да? Которые окружают Бога, высшие из спасенных. 24 старейшины, которые восседают вокруг трона Бога, и которые соцарствуют с Ним, как обещал Бог. Они участвуют в его правлении, участвуют в его власти, да? Но они окружают его трон. А вот апостол Павел входит в это число? Апостол Павел в это число? Не знаю я. Увидите, будете там посмотрите. Ну, как бы, если вот такое объяснение, то получается, что нет. Да. Да не знаю я. Ну не знаю 24, кто там входит 24. Нам не оставил Писание. И предание тоже. А предания расходятся, поэтому я ему не объясняю, кто. Вот, и там, и вот эти 24 старца, они были одеты в белые одежды, белые гемантии. Гемантия — это верхняя одежда, плащи. Такие белые, огромные белые плащи. И эти плащи символизируются нашим священным облачением. Наше священное облачение восходит вот к этому небесному облачению. Белая одежда — знак чистоты жизни, чистоты праведности, которую они получили, да? Но и того, что они наконец-то достигли праздника. Но обычно во время работы в белую одежду не одеваются, так неудобно. Работать в белых одеждах, так? Вот. А белая одежда — знак чего? Что они достигли победы и теперь наслаждаются радостью. И на головах золотые венцы, как знак награды, да, за победу. Они старейшины, старцы, они являются высшими из людей, которые прославлены Богом. И из престола, и дальше вот эти старейшины, которые были здесь, они, об них сказано еще у пророка Исаии. 4 глава. Там описывается наступление нового времени, и там сказано: «Будет в тот день посидит Господь, воинство выспреннее на высоте, и царей земных на земле. Будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и перед старейшинами его будет слава». Вот как раз как обещал Бог в древности, да, так он исполнил. Перед старейшинами его наступила слава. Когда? Когда он совершил суд над князьями и царями. Когда он заточил их в глубокие темницы, да? Дал наказание. Каких царей? Князей тьмы, да? И вот, но дальше он переходит к описанию самого престола. Престол был страшен на самом деле. Страшно? Да. И из престола исходили молнии и голоса и грома, и 7 светильников огня, горящие перед престолом, который есть 7 духов Бога, и перед престолом как бы море стеклянное, подобное кристаллам. Представьте себе престол, от которого непрерывно бьют во все стороны молнии. Страшно? Вот непрерывный грохот, да, молнии бьют во все стороны. Вот, и огонь, и голоса. То есть престол Бога переполнен жизнью. То есть Бог
Он есть источник, он пребывает в покое, да, восседает в покое. Но покой это не покой могилы, да, бездеятельный покой, а покой от избытка жизни. Вот вы знаете, что есть разный покой, да? Покой нулевой скорости, но тело может достигнуть покоя еще при какой скорости? Постоянно. Бесконечно. Бесконечно. При бесконечной скорости она достигнет покоя абсолютно. Потому что он будет везде. Так? Вот. И вот как раз-то Бог это вот в этом смысле можно с этим сравнить, да? Его покой это безмерная сила, безмерное могущество. Поэтому от престола бьют молнии, то есть карающие служение Бога, голоса, которыми он повелевает, его повеление, да? Грома, которые он осуществляет в свое правосудие, да? Престол Божий действительно страшен и могущественен. От престола Божия сияние идет, вот идут распоряжения на всю вселенную. Ведь молнии бьют по всей вселенной, так? По всему миру. Оттуда вот эта мощь идет. И нечто подобное было, когда Бог явился на горе Синай. Помните, когда в 19 главе книги Исход описывается, когда Бог зашел на гору Синай, что было? Ну да, там. Он увидел, гора горела огнем до небес, тряслась. Помню, вся оплавленная, да, То, что вы потом рассказывали. Да. Там до сих пор, да? Вот, да. И молнии били во все стороны непрерывно. И грома были, и звук труб становился все сильнее и сильнее. Звук труб это звуки откровений Божьих, которые все усиливаются и усиливаются. И Иезекииль, когда увидел это видение, он тоже видел, что сияние от огня и молнии исходили от огня, от животных. Он описывает облако, в котором находились 4 живых существа, которые он видел. И вот и оттуда они ходили окруженные огнем, и молнии между ними били непрерывно. Действительно, здесь вот описывается мощь Бога, как живая мощь, которая, да, удерживает вселенную всю. И перед троном горели 7 лампад. Гепта лампадос, пирос. 7 светильников горящих. 7 светильников, их прообраз видел Моисей на вершине горы Синая. 7 светильников стоят у нас в храме, да? Свечник отсюда же идет. Это 7 духов Бога. Ну, вот помните, вы говорили, вроде это как символизирует вообще Дух Святого, да? Да, 7 даров Святого Духа. 7 именно дары. Да, Дух Святой, который проявляет себя в 7 дарах. Угу. Вот именно это же видение видели видели пророки и раньше. Вот книга пророка Захарии, там тоже указывается на эти светильник, который перед лицом Бога горит, полыхает огнем. Это четвертая глава за книги пророка Захарии. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною и пробудил меня, как пробуждает человека ото сна его. И сказал мне: что ты видишь?» И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, по 7 трубочек у лампад, от каждой вверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я, искал ангел, говоривший со мной: что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне: это слово Господа к Зоровавелю, выражающееся: не воинством, не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Видите, мы здесь прямо видим толкование, да? Что дух Господень. Кто ты, великая гора перед Зоровавелем? Ты равнина. Теперь Бог обращается к дьяволу. Ты считаешь себя великой горой перед Зоровавелем, да, к основным восстановителем храма иудейского. Это равнина. Вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. Ибо кто может сосчитать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зоровавеля, те 7. Это глаза, очи Господа, которые обнимают взором всю землю. Итак, вот эти 7 светильников, это 7 духов Божьих, да? 7 даров Святого Духа, полыхающих перед Богом.
который послан на землю. 7 глаз Бога, который обнимает землю. Дух Святой, который проявляется в этих 7 дарах премудрости, разума, совета и крепости, ведения и благочестия и страха Господня. Это вот могущественнейший пламень, который охватил Вселенную. Поэтому и увидел его я в виде огненных, в виде, как сказано, 7 лампад огня. Почему? Потому что одна из лампад огня в свое время ему на голову опустилась. Ему уже самому, Иоанн Богослов, да, в день Пятидесятницы. И поэтому Иоанн Богослов был очевиден. Каждый, там сказано, каждому был по лампаде, по огню. На каждом из апостолов, да. И дух... А все духи, все дары духа пребывают только на одном человеке. На ком? Иисус Христос. Значит, полноты в этих 7 лампадах Духа Святого нет. Есть. Есть полнота, да? В Христе. Только в Христе, а на землю, которые сошли, у них нет. Есть полнота. Есть в Христе. Тоже. Ну, на землю не сошел. Апостолы получили не по 7. Все получили дары, но различные, по мере того, как Духу было угодно давать. Вот, поэтому и сейчас среди христиан дары Духа, они тоже даются. Лампада когда-нибудь у вас на голову опускалась? Конечно. Веер помазания, да. Эта лампада, одна из этих пламени из лампады упала вам на голову тоже. Вот поэтому и налог начинает давить. А при причастии? Там действие другое, там уже иные силы действуют, да. Это разные дары. И вот эти 7 духов, и перед престолом как бы море стеклянное, подобное кристаллу. Если здесь... Вот, кстати, это море видел Моисей, образец его был морем, по образу его сделано было море в Скинии, собрание. Да? Это было специальный сосуд, причем подлинник еврейский говорится, сосуд сделан из зеркал. И зеркал сделан сосуд из медных зеркал. Огромный, да? Он был в форме, как бы так загибающийся, в форме лилии. Края у него были. Вмещал несколько тонн воды. Это образ того моря, который увидел, собственно говоря, на небесах Иоанн. И Моисей увидел его же. Что это такое? Это действительно можно понять, что, во-первых, это народ святых. Народы, дальше мы увидим, что моря, на которых стоят блудницы, есть народы. Да? Есть свой народ у Бога, это народ святых, который стал подобен стеклянному морю, подобному кристаллу. Но здесь также есть, можно понимать, это как образ тех вод, которые находятся за пределами Вселенной, которые отделены были от Бога во второй день творения. Воды, которые превыше небес. И вот это море стеклянное, подобно кристаллу, с другой стороны, показывает нам, какая должна быть наша жизнь. Вот мы понимаем, да, житейское море, водрезаемое зря на поезд, напасти бури, в тихом пристаниществе при тех, как вы пьете, владеет ли животное многоместие. Итак, вот человек должен стать из моря бурного, да, житейского, его жизнь должна стать стеклянной, подобной кристаллу. Кристалл, это интересное слово, можно привести как кристалл льда или как кристалл хрусталя. Представьте себе такой кристалл хрусталя, такой огромный, да? Огромное кристаллическое море. Образ этого моря у нас даже в храмах во всех есть. Это умывальники, которые у нас находятся в алтарях. В древних храмах образ этого моря стоял обязательно при входе в храм. Кстати, у нас даже часто бывает, умывальники в начале храма бывает. А в древности было очень еще более красиво. В древности делали специальные фонтаны, да, при входе в храм. Помнишь, да? Так мы видели. Вот. И очень в этих храмах были фонтаны, такие специальные, такими бассейнами. В образ этого моря стеклянного, который увидел я на небе. И трон Бога как раз над этим морем был. И перед престолом, и за престолом, как бы море, стеклянное, подобно кристаллу. И в середине престола, и вокруг престола 4 живых, полнящихся глазами спереди и сзади. И живое первое подобное льву, и второе живое подобное теленку, и третье живое имеющее лицо, как у человека, и четвертое живое подобное орлу летящему.
Похоже на евангелиста, да? Да, это все символы евангелистов, но это, конечно же, не сами евангелисты. Это некие небесные духи. Причем, да, это личности. Да. Причем интересно, что это не херувимы. Хотя они похожи на херувимы. Да, с глазами. Сейчас мы увидим почему. Я сейчас прочитаю полностью описание, потом мы столкнем, да, его? И 4 живых, одно за одним из них, имеющие по крыльев 6. Херувим было 4 крыла. Вокруг и изнутри они полнятся глазами. И покоя не имеют ни днем, ни ночью, говорящие. Свят, 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 Господь Бог, Вседержитель, который был и сущий, и приходящий. И когда дадут живые славу и честь и благодарение сидящему на престоле и живущему в века веков, падут 24 старца перед сидящим на престоле и поклонятся живущему в века веков, и бросят венки их перед престолом, говорящие: «Достоин ты еси, Господь и Бог наш, принять славу и честь и силу, потому что ты создал все, и из-за воли твоей оно было, и оно есть, и было создано». Вот такое видение, да, которое завершает наш сегодняшний разговор. Что это за 4 живых существа? Дело в том, что параллели к этому есть 2. Во-первых, мы, конечно, должны прочитать с вами описание из Исаии. Исаия, когда был призван к своему служению, он увидел такое страшное зрелище. Читаем 6 главу Исаии. «В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». Опять видите престол то же самое, да? «И края рис его наполняли весь храм». То, что это и есть храм, да, небесный. «И вокруг него стояли серафимы». Серафим слово очень интересное. Мы его перевести, перевод, конечно, как форминирующий, но лучше перевести первый вочин все-таки жгущий. Потому что, например, серафами назывались кобры. Он просто жгущий, пылающий, то есть жгущий, как огонь, да? А кобры назывались серафами, потому что их укус жжет, как огонь. Обжигающий. Да, обжигает, да. Вот изначально, поэтому серафимы, это как раз-то серафим, им это множественное окончание. Там было много серафов, жгущих, огненных духов таких. У каждого из них по 6 крыл. 2 закрывал каждое лицо свое, 2 закрывал ноги свои, 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». То есть вся земля переполнена Его славой, да? И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Это интересно. Он увидел практически то же самое видение, так? Исаия. Это то же самое реальность. Это Серафим. Он видел серафимов, да. Но, смотрите, Исаия увидел серафимов, но не увидел старцев. А Иоанн уже увидел старцев. Почему? То, что там их еще не было. Старцев еще тогда не было, действительно. Да. Или не родились еще. А здесь они уже есть, понимаете? И вот, как раз видите, даже мы видим поведение, как изменяется небесная жизнь, да? И вот и в другом месте подобное описание вот этих живых существ есть у пророка Иезекииля, где сказано: «Вот я видел, вот бурный ветер шел от севера, и великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, и из середины его как бы свет пламени из середины огня». Вот интересное сравнение, да? Середина огня, и внутри еще пламя. Кстати, интересно, а если кто посмотреть, там было действительно видно, да? Там огонь такой, да? Да, огненные языки такие, да? И от середины его видны как бы, и видно было подобие как бы 4 животных. И таков был вид их. Облик был их, как у человека, у каждого 4 лица, у каждого из них 4 крыла.
и ноги их ноги прямые, и ступни их, как ступни ног у тельца. И сверкали они, как блестящая медь, и крылья их легкие. Это уже описано херувим, другие духи. Вот их, они с 4 лицами, видите, которые во все стороны смотрят. И руки человеческие были под крыльями их, на 4 сторонах их, и лица их, и крылья их у всех 4. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждый по направлению лица своего. Это интересно, как это, если у каждого 4 лица? Куда глаза глядят? ходили? А просто движение не зависит от наших координат, не понятно? Они ходят по другим координатам. Киев пытался показать, что они ходят по иным координатам, понимаете? Их перемещение не связано с нашей системой координат. Наша система координат невозможна. Вот это. Кстати, как вот и в Откровении, обратите внимание, они были в престоле, за престолом, вокруг престола. Да? 4 существа. И одновременно. При этом, как можно видеть там за престолом находящегося? С какой точки зрения он видел за престолом находящегося? Да? А там по-другому, понимаете, там есть другая система воззрения, понимаете, другая система координат вообще. Другая система наблюдения. И лица и крылья их сверху были разделены, но у каждого 2 крыла соприкасались одно к другому, а 2 покрывали тела их. И шли они каждую сторону, которая перед лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. И во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как бы вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными. И сияние от огня и молнии исходили из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел на животных, вот на земле подле этих животных по одному колесу перед 4 лицами их. Вид колес их и устроений их, как вид топаза. Эти золотые прозрачные колеса. Да? Интересно, красивые, да? Подобие всех 4 одно. По виду их и по устроению их казалось, как будто колесо находилось в колесе. Есть толкование, что таким образом описывается, эти колеса, они являются символом Вселенной. Мир, видимая Вселенная, она находится в колесе невидимой Вселенной. Понимаете? Вот. И когда они шли на 4 свои стороны, во время шествия не оборачивались, а ободи их у колес высокие, страшные были они. То есть страшные колесо, как они могут быть страшные? Страшное колесо было. Почему? Потому что вокруг они были полны глаз. Кстати, вы видите колесо, которое полно глаз. Смотрит еще. Которое на тебя смотрит, да? Страшно действительно будет, да? Прозрачное колесо, полное глаз, которое еще сверкает, да? Как молния, и от них молнии прерывно бьют. Страшно, однако. И когда они шли, животные шли колеса подле них. И когда животные поднимались из земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел, туда шли и они. Куда бы не пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они. Когда те стояли они. Когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. А над головами животных было подобие свода, как бы вид изумительного кристалла, простертого над головами их. А сводом простирались крылья их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому. У каждого было 2 крыла, которые покрывали их. У каждого 2 крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их. Как бы шум многих вод. Кстати, огромные водопады падают, да? Или шум моря, бьющего во время бури, да? И как во время шторма. Кстати, мощь, да, такая? И как бы голос всемогущего. Он здесь, конечно, погорячился. Он говорит, и голос, шум был такой же, как грохот, голос всемогущего. Но у нас необычно, слушайте, необычное сравнение, да? А я про Григория, видимо, часто слышал голос всемогущего, поэтому ему говорит, ну, как вот услышите голос Бога, вот похоже на их ангела шумели. И как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. Вот так видел 4 херувимов, видел Иезекииль. А здесь Иоанн описывает 4 серафимов, высших духов, да, пламенеющих, полыхающих. Но их не называют серафимами, он их называет просто живыми.
или животными. Вот эти животные здесь, я их перевожу как животные, не животное, а живое. Почему? Потому что есть такое слово зоон, зоо. Зоон, и это не биотис, это не зверь, не 4 зверя, да? А именно 4 живых существа. Вот они называются и вот они здесь никак не называются. И все эти живые существа, они полнящиеся глазами спереди и сзади. То есть они созерцают все вокруг одновременно. У них полный круг обозрения, да? А почему же они просто духами не называются? А именно вот... Потому что они переполнены жизнью. Какой жизнью? Божьей. А духи не переполнены жизнью? Разной меры переполненности. Они слишком... Они более переполнены. Они ближе к источнику жизни, да? Они ближе к озоон, озоид. К источнику жизни. Да. Поэтому как ближайшие к источнику жизни, да, они называются живыми. Поэтому мы, например, по сравнению с ними такие-то поутубить ходили. Даже недаром Григорий Богослов говорит, что наше тело, наша душа стала после грехопадения трупоносицей. То есть наше тело подобно трупу в сравнении с тем, что было до грехопадения. Вот. А вот они переполнены глаз, то есть они видят, они непрерывно пребывают в созерцании. Да, вот это, то, что они наполнены глаз, означает то, что они обладают огромными способами, они видят много-много, намного больше, чем люди. То есть у них много есть способов как бы познания. Больше органов чувств, чем у нас, скажем так, да? То, что они переполнены глаз, то значит, они переполнены органами чувств различными, да? Они переполнены различными знаниями. Вот. И спереди и сзади, то есть для них как бы нет ничего сокрытого. Потому что они все пребывают в божественной жизни. Кроме того, что Бог сам сокрыл от них. Хотя они не знают. Херувим, получается, что колеса это некая их часть, просто на происходящем мире. А что значит, в них был дух этих животных, или как? Тот же самый дух, который управлял животными, тот же самый дух управлял и колесами. А что скажут, да, дух животных, а не дух уже. Дух живых, там лучше перевести будет дух живых. И, кстати говоря, здесь лучше перевести было бы так. Дух большой, там, перевести, в артикль. Куда велел быть, туда они шли. Дух Святой имеется здесь, который управлял и колесами, и живыми существами, и херувимами, да? Херувимом происходит слово керуб. Херувим это множественное число, им это опять окончание множественного числа, да? А единственное число керуб. Керуб это означает полнота мудрости и полнота могущества, сил. Керубы, они известны были очень многим народам древности. Вера сфинкс это форма керубов. Знаете, да? Вот, они считались духами, об них народы Ближнего Востока очень хорошо помнили. По одной объективной причине. На Ближнем Востоке херубы очень активно работают, действуют. Почему? Где вы знаете? Рай где был? На Востоке. А по дороге к раю что стоял? Дело в том, что только в русском переводе сказали херувим. У нас кстати слово херувим с окончанием им. Что есть, их было несколько. Понятно? Вот. А скорее всего было 2. Обычно так толкуется. Почему? Поэтому и было 2 херувима на ковчеге Завета. Именно поэтому 2 ангела сидело на гробе Господа, понимаете? Для евреев, которые побежали на гроб Господа помазать тело его, когда они видели 2 ангелов, склонившихся лицами к земле, для них стало очевидно, что такое гроб Господень? Крышка чистилища, понимаете? 2 херувима, которые над крышкой склонились, но местом, где очищено человечество. Мы просто плохо знаем Писание, поэтому для нас это ничего не говорит, понимаете? А для них это было очевидно. Вот. Вот как раз здесь же идет речь о серафимах, которые предстоят перед Богом, и они этими крыльями 2 летают, 2 закрывают лица, 2 закрывают ноги, да? То есть они, почему они закрывают лица? Чтобы не быть ослепленными силой Бога, да? Потому что Божье могущество, оно мощнее всех серафимов, да? Ноги не закрывают, потому что они их
Вот они не хотят, что вот их пути, они говорят, что они полностью покорны Богу, да, но их пути, они меньше Божьих, они скрывают многие. И скрывают их также они их от людей, пути ангелов, людям неведомым. Может, тоже получается, что когда наклонились в гроб, увидели не просто ангелов, как ангелов-хранителей, а увидели херувимов? Ну, не знаем каких. Они видели, как кого из ангелов увидели, мы не знаем. Вот таких животных все видишь. Да. Итак, здесь дальше написано, что первое животное было подобно льву. Мы знаем, что в древности они являются символом евангелистов. Это толкование восходит еще к Корнилионскому, то есть это толкование еще к апостолу Иоанну Богослову восходит. И Корнилионский был духовным внуком Иоанна Богослова. И евангелистов образ какой? Значит, мы знаем, что традиционное толкование это Матфей. Образ это человек, потому что пока подчеркивает истинность Богоплощения, естественного происхождения от Давида, да, от Авраама, что он истинный Мессия. А орел – это символ Иоанна Богослова, потому что он высоту богословия, да, показывает. А лев – Марк, символ Марка, потому что Марк, он показывает царственное служение Христа как чудотворца, да? Потому что в чудесах проявил царственное служение Христа Спасителя. И, наконец, Лука показывает жертвенное служение Христа, поэтому телец. Вот, поэтому с этим, кажется, все связано. Но здесь еще есть объяснение, что в таком виде они явились, потому что они являются как бы олицетворением 4 добродетелей. Лев – мужество, значит, жертвенность – это теленок, да? Значит, человечество – это мудрость, и орел летящий – это умеренность. Вот есть такое толкование у Андрея Кисарийского. Но давайте вернемся к Писанию самому. Почему? Но еще лев – это знак царей, царственности, да? Теленок – это знак жертвенности, с другой стороны, знак очищения, да? Через жертвенную кровь. Человек – это знак мудрости, и, наконец, орел летящий – это знак власти воздушной стихии. Поэтому в них как бы описываются, да, вот все 4 стихии здесь. Лев – это зверь, телец – это скоты, да? Человек – это разумная, да, власть, а орел летящий – это воздух, птица. Дух. Да, духовный, да. И 4 животных, одно за другим, были имеющие по крыльев 6, и вокруг изнутри полнятся глазами, и покоя они не имеют. Видите, люди, которые мечтают о вечном покое, им кажется, более делать нечего. Потому что покоя они не имеют. Ни днем, ни ночью. Почему? Потому что они взывают, кричат. Или говорят, может перевести, да? Лучше перевести, говорят именно. Легантес. Они говорят: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. Причем Господь, о Бог, значит, о Феос, о Пантократор. Покой, когда говорится покой Божий, покой, который здесь, это одно и то же слово, да? Все это понимание покоя. Да. Покой Божий, да. Покой, есть покой в Боге, да? Но покоя в земном смысле, как безделья, на небе нет. Вот ангелы Божьи, вот высшие духи, они непрерывно взывают и прославляют 3 Бога Троицу. Поэтому трижды свят, да? Свят Отец, свят Сын, свят Дух Святой. И при этом он трижды свят Господь, без определенного артикля. Потом сказано Бог, Вседержитель. Господь, который является Богом и который является Вседержителем. То есть господин, который является одновременно Богом. Бог в греческом языке происходит слово Бог от слова бегущий, бежгущий. Вот, феос от этого происходит. Поэтому Бог, Господь является Богом, как все окружающий, да, и как опаляющий всякую нечистоту.
А в еврейском языке Бог это значит источник сил. Элохим. Источник сил. Он является источником силы. И он является Господом элементом. И он является держащим все в своих руках, пантократор. И он определяется как кто? Как кто был. О-Н. То же самое, помните, в начале было слово. Тут слово Н, как раз тот самый глагол. И же Б. Был в смысле, не в смысле был некогда, зародился, да, был всегда. И дальше не сказано есть, а сказано сущий. Почему? Потому что существование не зависит от времени, понимаете, никак. Он сущий просто так. Он сущий изначально. Он и сейчас существующий. А все остальное существует на причастии. Так? И дальше он приходящий. Он грядет в мир. Грядет в мир в Духе Святом, да? Уже пришел в мир. И грядет в мир судителей в лице Христа. Мы можем перевести как был Отец, сущий Сын, приходящий Дух Святой. Можно так объяснить. Да? А можно все эти определения отнести каждый из апостасий. Потому что Отец пришел в Сына. Так? И когда заканчивается этот гимн, вот, как только завершает свой гимн «Живые существа», тогда дают, когда дадут живые существа славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему в века веков, тогда падают 24 старца перед сидящими на престоле. То есть одни воспевают гимн «Живые существа», да, прославляют его, и воздают ему славу и честь. Славу. То есть они говорят, что ты достоин славы, потому что ты источник славы, да? Достоин прославления. Честь. То есть у тебя источник чести, в смысле, ну не знаю, благородства к чести. Да? Самый честь большой буквы. Источник чести. И, наконец, воздают, а ему, очень интересное слово стоит, Евхаристиан. И они воздают ему Евхаристию. Понимаете? На небе тоже происходит Евхаристия. И Евхаристия это обращена к кому? К сидящему на престоле и живущему в века веков. А вот наша Евхаристия кому обращена? К людям наоборот. Вот молитва Евхаристии кому обращена наша? Молитва. Как она? К Богу Отцу. Так же, как вот здесь, как и здесь, в нашей Евхаристии есть участие в Евхаристии небес. Понимаете? Прямое участие совершенно. Гимн тот же самый. Так ведь? Слышали такой гимн, который поется? Свят сосед Господь, Цвов, да? Вот здесь подобный же гимн поет Серафима. Этот гимн поем и мы. И этот Зауз говорит: о, удивительное дело, говорит он. И небесные и земные существа объединились в одном гимне, в одном весноспении Троицы. Все они вместе славят Бога. И они воздают ему благодарение тому, кто сидит на престоле и живет в века веков. Вот очень интересно второе определение. Что значит живет в века? То есть смотрите, сколько веков там проходит, да, там 1 век, 20 век, там 30 век от Рождества Христова, там 20 век до Рождества Христова, там 50 век до Рождества Христова. Сквозь все века живет Бог Отец. Да? И дальше, даже когда наступит века веков, сквозь все века, которые будут за пределами времени, и через все эти века он живет. Его жизнь, она вообще не описывается никакими веками, в том числе и будущими веками, они тоже не ограничиваются. Даже те формы времени, которые существуют в ангельских мирах, то существование времени, которое там есть, и оно меньше, чем жизнь самого Бога. Да? Бог Отец живет сквозь все времена. Он единственный подлинно живущий, он единственный, на кого можно опираться. Он единственный безначальной жизни. И они воздают ему, и тотчас к этому песнопению ангелов присоединяются 24 старца, 24 пресвитера. Они поклоняются, они падают с престолов и поклоняются ему.
и бросают венки перед престолом. Это не полагает, как у нас в мягком переводе сказано, а тут активное слово, бросаются венки. Перед престолом говоря, достоин ты, Господи и Боже наш, принять славу и честь и силу, потому что ты создал все, и из-за твоей воли все было, и оно есть, и все это было создано. Так, все эти старцы, они участвуют в ангелах, говорят, что ты достоин получить ту славу, которую тебе успевают живые существа, Серафима, и ты им все, то, что получили от тебя, да? И одежды получили от тебя очищенные, и награду ты дал нам сам, поэтому мы бросаем к твоим ногам, да, ту награду, которую ты нам дал. Потому что ты сотворил все. И все то, что существует по твоей воле, существует и сотворено. Так, первое, за что благодарят Бога, они за творение. И мы, начиная Евхаристию, мы благодарим Бога сначала не за искупление. Когда мы поем «достойно и праведно есть», так мы повторяем слова. Просто повторяем. Сначала поем «достойно и праведно», потом уже свято. Да. Порядок. А мы начинаем. Творение никак не держав. Очень просто, потому что мы идем. Смысл очень простой. Священник говорит, благодарим Господа. Мы говорим, достойно и праведно есть, славить Тебя как Творца, потому что ты как безначального Бога, да, кажется, вместе с Сыном и Святым Духом, да, и благодарим Тебя особенно за то, что Ты принял нашу жертву, несмотря на то, что Тебе предстоят на небе ангелы, которые поют вот эту песню. И вместе с ними мы Тебя благодарим. Понятно? То есть у нас идет Евхаристия снизу кверху. Мы, подобно тому, мы участвуем в благодарении старцев, и потом мы начинаем петь песню, ангелическую песню. Мы благодарим Его сначала за творение. Первое, за что благодарить Богу мы должны, за то, что Он достоин, Ты есть Господь и Бог наш. Во-первых, достоин Ты получить славу за то, что Ты есть, как Его славит то, что Он был, есть и грядет, за Твое бытие. И за то, что все, за то, что Ты создал, достоин Ты принять славу и честь и силу. Всю нашу славу, всю нашу честь и силу, всю мы Тебе отдаем, да? Потому что все они от Тебя, потому что все по Твоей воле сотворено и существует. Есть хоть какая-нибудь сила на земле, которая не имеет источников боли? Есть? А вот если злая сила? Вот злая сила имеет источник помимо Бога? Нет, конечно же. Источник даже злой силы в Боге. Понятно почему? Ну, она была изначально добрая, создана, так? А потом извратила козлу эту силу. Так что всякая сила источник ее в Боге. Вот. И все по твоего, ты все создал. А источник зла тогда, если... По злой воле. Разум существа, кто извращает всякую силу добрую. Ну, то есть, получается, в свободе выбора источник Да. зла, как бы? Не свободе, в злоупотреблении свободы выбора. Злоупотребляет? Злоупотребление свободы выбора. И потому что из-за воли твоей оно есть и было создано. Все существующее существует благодаря твоей воле, да? Было создано по твоей воле. Ты захотел, только ты. Все сотворено без исключения, только божеской волей. Нет никаких иных источников творения, кроме воли Бога, да? Он единственный источник творения. Никакая, ни смерть, да, ни бунт Люцифера, ни какие-то иные силы не заставляли Бога творить мир. И не мешали ему творить мир, да? Как раз отец Александр Мей неплохо Апокалипсис читал. Он прочитал Апокалипсис и узнал, что только потому что он создал, что Бог создал все, из-за его воли было оно все создано и сотворено. А он что писал, Александр? А он говорил, что мир был создан Богом в борьбе с сатаной. Он боролся с Богом, никак не Бог боролся с сатаной, никак не мог его победить, миллионы лет поэтому сражался. Вот. Потихонечку у него то жизнь получалась, вот сатана вмешался, жизнь стал портить. Бог там
трудом преодолевая нападение сатаны, там, вот, создавал все более и более сложные вещи, а потом, наконец, выставил бойца, чтобы окончательно победить сатану этого человека. Но и тот свалился. Вот. Да, понимаете? То есть Бог явно не умех. Да, совершенно. То есть, а мы видим, что это совсем не так. Да. Создал еще раз создать такого, который победил бы там. Да. Все никак не получалось. На самом деле Бог достоин чести именно то, что Он создал все по собственной своей могущественной воле. И Он за это достоин принять и славу, и честь, и силу. Потому что Он створил все по Твоей воле существует и сотворено. Все существует по Его воле и ныне. И сотворено в начале, и существует до сих пор. По одной единственной воле Бога. Это единственная причина, почему все имеет бытие. Понятно? Если бы не было этой могущественной воли, все бы разлетелось в прах. Поэтому, когда люди боятся, там, вот, говорят, что ой, как кошмар, что нас ждет, какой кошмар, там, ужас подобный, да? Надо что вспомнить? Где источник всех воль, всех сил, всего могущества? Вседержитель. В Боге вседержителя, понимаете, всемогущий. Некоторые чувствуют, что их ждет кошмар. Да. Вот, поэтому, конечно же, бояться не надо. Видите, с чего? Недаром я начинаю описание страшных наказаний, да, с чего? С могущественнейшего видения. Ему Господь показал сначала то, что есть на самом деле. Вот все остальное существует так, поскольку. Вот если бы мы увидели это видение, а потом посмотрели бы вот на наше собрание, увидели какую кучку язычков. Да? Вы представьте себе, мы-то разве существуем по сравнению с этим троном, да? Молнии, которые бьют там, да, вот эти живые, мощнейшие существа, да? Наши существа не так, поскольку, так? А если мы посмотрим на некрещенных еще, они еще более преданные призраки, да? У них и того отцвета жизни, который есть у нас, да, и того нет. И поэтому мы должны помнить, что мы должны уметь подражать этим старцам. Нужно уметь бросать к ногам сидящего на престоле, живущего этих веков, нужно бросать свои венцы, да? И говорить, ты достоин принять все это. Ты достоин принять всю силу, всю честь, всю славу, да? Все могущество. Потому что по твоей воле все существует, все сотворено. Ты за это достоин славы. За твое бытие достоин славы и за сотворение. Но дальше мы увидим, что Бог достоин славы не только за это. Но об этом мы говорить не считаем. Причем веря в Бога, то он больше своей ничтожности понимает. Он ничтожности, он понимает просто, он себя сравнивает объективно. Понимаете, так-то мы субъективно себя сравниваем. Понимаете, очень легко себя сравнить с каким-то там алкоголиком подзаборным. Он говорит, ой, я же не алкоголик подзаборный, я так человек сильный там, да? Я жизнь себя пробил. А вот когда человек себя сравнивает с живущим века веков, да? Посмотришь, века веков вот живет некто, да? А вот я живу сколько? Вот я 30 прожил. Ну еще сколько прожил, не знаю, так? Ну и что? А по сравнению с этим бесконечным временем, что это такое? А по сравнению с этой жизнью могущественнейшей, так? Что это такое? Это ничто. Также касательно нашего тела. Кажется, там люди кажется, там, ой, он сильный, у него вот мышцы, типа бодибилдингом занимается, да, там он качается, да, там поворачивает, там автомобиль двигается. Ну и что же двигает автомобиль? А Бог единичка планеты двигает. Ну и что? Понимаете? Так что, смотрите, силы, да? Вот тогда сразу становится понятно, что сила, это пустота наша, да, внутренние силы, да, интеллект, люди говорят, какой я знающий, там, знаю наизусть то-то, то-то, там, могу там посчитать, там, вычислить что угодно, да, могу изобрести это так огромное там изобретение. Ну и что? А что это по сравнению с изобретением? Тем изобретением, которое сделал Бог, да? Как он изобрел Вселенную. Чем изобрел Вселенную еще не материальным, вот, который вот мы чуть-чуть сейчас, да, заглянули. Вот такую Вселенную, представьте себе, на нее посмотрите. На, вот это, на этот мир, который за пределами неба, выше неба находится. Куда я восхищен. Вот что значит эти изобретения, все, которыми гордится человечество, да, по сравнению с тем миром? Это смех. Смех просто. Не жалко слезы. Вот. Именно поэтому давайте учиться. Учиться благодарить Бога за творение. Потом научимся благодарить Бога за искупление. Потому что в следующий раз мы будем говорить о том, что Иоанн начинает видеть еще одну личность, которая появляется перед троном. Какую? Не Тельца, Ильенко. Да, Ильенко, да.
с 7 рогами, да, которые законы. Вот. И мы увидим, как начинает раскрываться книга мировых судеб. Об этом будем говорить в следующий раз. Я хотел спросить, вот когда Проточил изросла в Господа, то он сказал, что изросла из него сила. Да. Вот эта сила, это просто сила или это Святой Дух? Пошла сила, конечно же, семитварная сила общая ему и с остальными. И вот еще как-то, и можно дать понятие, что вот по православной вере Святой Дух исходит от Отца через Сына. В вечном бытии он исходит от Отца одного. Нет, ну через Сына. Или... Он исходит в бытии вечном от Отца сам. Сам, без Сына. Получается, да. исходит через Сына, это непосредственно Вселенная. Вселенная, нет, не только. Но как источник славы Бога, вообще вне зависимости от Вселенной, Дух исходит от Отца, но как источник энергии Вселенной. Слава идет от Отца через Сына Духа Святого. Понятно? Ясно? Слава идет от Отца через Сына. Ну, источник, как бы. Да, источник Отец. Вот, и он совершает все в Сыне через Сына в Святом Духе. Понятно? Такова вот как раз такой план Бога. Ну, это относительно непосредственно человечества. Не только вообще, в чем тут человечество? Все равно. Вот, например, элементарный, к примеру, камень. Был кем создан? Он же там камень. Ну, кем был создан? Богом Отцом через Сына в Святом Духе. Понятно? Вот эти живые существа, кем они были созданы? 4 живых. Это отцом через Сына в Духе Святом. Вот. Бог окружает слава, да? Он царство всех веков, владычество во всяком роде и роде. Слава вечная, как в Писании. Ну вот слава его окружает, да? Ничего, никакого вселенной нет, а его окружает безмерное сияние. А откуда это сияние идет? От Отца через Сына в Духе Святом. Поэтому Дух называется Дух славы. И вот в этом смысле, как Дух, подающий славу, да, подающий нетварную энергию, нетварное сияние, он исходит от Отца через Сына. Но как личность, он имеет бытие от Отца. Как и Сын. Поэтому источник бытия один в Троице, так? Бог Отец. Он один источник божества, вот, из которого рождается Сын, из сущности, которой рождается Сын, и сущности, которой исходит Дух Святой. То есть они имеют бытие разным образом, да? Но как мы не знаем. Сделал еще один вопрос, можно? Да. Вот в Троице Сергия Лавры, на квадратном храме Иоанна Богослова, там надпись такая есть. Отец основал, Сын утвердил, Дух обновил. Да. Это как бы подтверждает вот эти слова? Ну так и есть, все правильно. Конечно. Отец основал, Сын утвердил, Да. Дух обновил. Отец замыслил, придумал, совершил. Сын приводит к совершенству Дух Святой. Так и есть, всегда происходит. А вот в нашем спасении разве не так происходит? Задумал наше спасение Христа, Бог Отец, так? Он послал в мир Сына Своего, да, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, так? Сын умер на кресте, для нашего спасения воскрес, из мертвых вознесся на небо. А вот этот, ну как это нам стало усвоено? Духом Святым, да? Ну да, я пошлю Дух Святой. Да, а послал? Послал. День Десятницы праздник. Так все происходит в этом божественном мире. Всегда. Так и творение мира было. Да, даже Богоплощение так было, помните? Отец послал ангела, который возвестил Марии весть. Мария согласилась, и Дух Святой пришел на нее, и сила Вышнего осенил ее. Дух Святой очистил, и Сын воплотился. Сила Всевышнего природа. Поэтому сила Всевышнего в Евангелии Благовещения должны печататься, конечно, большой буквой, не знаю, как она печатается. Потому что это, конечно же, имя Бога Сына. Тут получается наоборот, от Отца через Дух Святого Сын от Отца, значит, приходит Сын, да, и в Духе Святом он создает себе тело. Понятно? Теперь понятно. Понятно? Ну да, правильно, неправильно сказал, потому понятно, что да? вычеловечивание, да. А сила что значит?
Что? Осенил слово что означает? Что означает? Светильно. Гадатели. Осенил. Покрыл тенью дословно. Тень это одно и то же слово. Ну да. Покрыл тенью. Вот у меня тень от руки, так? Когда сила Вышнего осеняет, значит появляется тень. Таким образом, тень, она отражает, является как бы образом моей, да, моей руки, так? Природный корень. Таким образом, сила Всевышнего вот эту тенью, в этой тени создает себе человеческая природа. В своей собственной ипостаси, да, в своем собственном образе, да, это образ моей руки, он создает себе новую природу, собственной личности. Вторую природу, которой раньше не было. Понятно? Поэтому и говорит, что мы веруем в единую природу Бога Сына, воплощенную. Иерусалимский говорит, одна природа Бога Сына, воплощенная. Природа Бога Сына была, какая была, такая осталась, но она воспринимает человеческой природой, стала воплощенной. И поэтому появилась вторая природа. Мы же не смешались. Не смешались, поэтому одна природа осталась. Понятно? Если бы они смешались, не была бы одной природы. Понятно? Она переменилась. Была одна природа, стала другой природой. Понятно? А так природа Бога Сына как была, так и осталась, да? Вот. А в воплощении к ним прибавилась вторая природа, которая была создана внутри божественной ипостаси. Так что человек Иисуса не было никогда отдельного от Бога Сына. Понятно, да? Он существовал, он возник, с самого начала возник, человеческая природа, человеческий разум, душа, воля, чувства, тело возникли как собственная душа, как собственный ум, как собственная воля, как собственное тело кого? Бога Сына. С самого начала, да, потому что создан был вот в ипостаси. Об этом говорит слово осенение. Оно очень интересное в начале, как раз выражение. Глубоко. Понимаете, мы часто не задумываемся об этом. Ну даже вот как вот вы вот этот пример, да, привели, это все равно, что вот там, допустим, люди, если бы они были двумерные, Да. они бы постичь трехмерную руку не смогли. Да. А двухмерную вот эту тень они как бы могут Да, сказать, да, на да, себя да. воспринять. Да. Потому что они живут в одних и тех же двух измерениях, так Да, сказать, да. что ваша тень, Да. что вот эти вот люди, которые двухмерные. Да. Вот, так что на этом мы сегодня завершим. Потому что мы так, как на четверг занимались, что-то у нас все упорно, хоть и изучаем вроде не две темы, а одно, а получилось одно и то же по времени. Даже странно. Слушай, когда вы говорите, гептогенные зоны нужно осветить, Да. они их не будет. А вот незаметно Да. Ну вот там, тоже можно. там монастыри обычно ставят. Там какой-нибудь. А? Там монастыри ставят обычно в этих местах. Да, конечно же. Там их обитатели этих гептогенных зон обычно были крайне недовольны. Приходили там в шапках таких. Литовцы, знаете, да, все орденочные приходили. Что? Литовцы в шапках приходили, все орденочные таких, в колпаках. Без. Вот. Иногда они такие приходили в виде афроамериканцев. Вот. И иногда они приходили в виде просто каких-то зверюшек различных. Вот. Ну все орденцы, помните, как их бес нападали? Ну, собственно, так и происходило. Еще в житии Макария Великого есть даже такой эпизод, который даже немножко смешной можно назвать. Когда Макарий Великий захотел увидеть место захоронения, где похоронены и Иоанн и Амврий, вот эти два мага, которые соревновались с Моисеем, да? Вот. Он пошел глубоко в пустыню и помечал себе путь соломинкой. Он шел по звездам, помечал себе путь соломинкой, который втыкал палочкой, чтобы не заблудиться, то, что он шел в Сахару глубоко. Вот. И когда он туда подошел, он увидел, что все соломинки аккуратно сложены рядом. Понятно, да, кем? Он приходит туда, видит, там действительно стоят огромные в пустыне, стоят эти склепы, все облицованные золотом, там сад с золотыми деревьями, золотые деревья, стоите? И, кстати, там до сих пор стоит все. Вот, все там нетленное. Вот, и огромная куча бесов. И они стали вопить. Да ты что, когда все пришел, мало того, что нас оттуда выгнал. Ты что, я отсюда что ли нас выгонять хочешь? Не трогай нас, пожалуйста.
Вот, конечно же, вот. И, он говорит, не беспокойся, я просто, ну, как турист пришел поинтересоваться. Он говорит, точно, говорит, обещаешь, говорит, да, поклянись, говорит, да, Богу, что ты здесь, наверное, не останешься, нас оттуда выгонять не будешь. Тут наши крупнейшие специалисты лежат, говорит, а ты, говорит, сюда придешь. Чисто обратно потребовали. Ну, чтобы известно, из чистого лета. Вот. Вот, говорит, интересно, говорит, у них яблоки, говорит, на вид были спелые, а 3 трухлявые, говорит. Макарий, когда возвратился он обратно, там, где Боже привел обратно, он говорил, что это интересно, такое описание сохранилось. Я подозреваю, что это место тоже есть, но просто оно сейчас невидимо, да, ну его как бы покрывает некие злые силы. Точно так же, как вы знаете, ковчег на Арарате есть, да, а многие видели, да, сфотографировали, да, попасть многие туда не могут. Ну вот это вот, кстати, вот интересно. Да, Вот почему это, интересно? А очень интересно, что потому что даже местные жители говорят, что туда, чтобы попасть на это, к этому ковчегу, нужно там по дороге часто там находятся 2 ангела-стражника, которые некоторых пускают, некоторых не пускают. То есть пускают и некоторых они явно не пускают, а некоторых они не явно не пускают. Просто раз, они не в ту сторону ходят, и все, понятно? Ну, что называется, бывает, глаза отводят, да, и так далее. Это явление есть на самом деле. Поэтому и не видим даже облака там. Облака там, да, и так далее, да. Нет, потому что действительно есть люди, которые что-то там и... Но раньше вроде что-то там Видели отклеивали. Так какие проблемы? Если хотите увидеть двери Ноева ковчега, хотите? Двери Ноева ковчега хотите увидеть? 200 долларов и вы их увидите. Вы что? В Стамбул. Приезжайте, ворота, главные императорские ворота. Храм Святой Софии сделан двери Ноева ковчега. Серьезно? Серьезно. Вот. Это как бы они там часть ремонтирована была. А сама вот, а выносилась сама дверь, вот, большой кусок основной двери, выносился на Страстной четверг и до Страстной Пасхи. Он лежал. На эту дверь клалась плащаница. Символика достаточно прозрачная. Понятно, да? Вот. Так что все это было известно, как бы, и никакой особенно такой не доставляло особенной сложности. Ну ладно, давайте. Помолись. Остановите кого истину, благодетель Богородицу, Христа блаженную.